Слово предоставляется представителю Министерства иностранных дел Хожубекова Джилдыс Эмильбековне. Уважаемый суд, в рамках заявления Министерство иностранных дел рассматривало вопрос в контексте соответствия международным обязательствам Кыргызской Республики. И поскольку в заявлении обращалось внимание на Всеобщую декларацию прав человека, я хочу начать с данного документа. Согласно статье 7 Всеобщей декларации прав человека закреплено, что все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту закона в какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого-то ни было подстрекательства к такой дискриминации. В то же время статья 29 декларации предусматривает, что при осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других, и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка, общего благосостояния в демократическом обществе. То есть права, которые предусмотрены статьей 7 декларации, Всеобщей декларации прав человека, могут быть ограничены в случаях, предусмотренных законодательством. И иностранное законодательство, практика других государств имеет опыт, имеет случаи, когда права натурализованных граждан, они ограничены. К примеру, в Великобритании гражданства могут быть лишены натурализованные лица, если они причинили ущерб интересам государства, присоединились к иностранным боевым формированиям. Такая же практика лишения натурализованных лиц гражданства существует в Италии. В Нидерландах используется, он чуть-чуть по-другому называется, механизм отзыва гражданства. В Австралии предусмотрен отзыв гражданства, в Соединенных Штатах конституционными нормами тоже натурализованные граждане могут утратить гражданство. То есть все указанные страны, они являются участниками ведущих международных документов в области прав человека, и никогда вопрос соответствия их законодательства обязательствам, международным обязательствам не поднимался, и международным сообществом не поднимается вопрос о том, что они нарушают какие-либо международные документы в области прав человека. В то же время международные стандарты и сложившаяся практика, они таким образом допускают возможность разграничения между лицами, которые приобретают гражданство на основании по рождению или по закону, и разграничения с натурализованными гражданами. Однако такие ограничения возможны в случае, если они преследуют легитимную цель защиты национальной безопасности, имеют законное основание в национальном праве, применяются индивидуально, проходят проверку на необходимость и соразмерность и сопровождаются надлежащими процессуальными гарантиями. И также я хотела бы обратить внимание, что в статье 15 Всеобщей декларации прав человека и статье 24 Конвенции СНГ о правах человека речь идет о недопустимости произвольного лишения гражданства, в то время как в оспариваемом законе применяется термин «утрата гражданства». И в отношении обязательств Кыргызской Республики, наличия или отсутствия обязательств Кыргызской Республики по сокращению без гражданства, Кыргызская Республика, она не связана действием международных документов. Это Конвенция о статусе апатридов и Конвенция о сокращении без гражданства, поскольку мы не являемся участниками этой конвенции. У меня все. Кратко, все, если да.